Экономика Ингушетии, успехи, проблемы и дальнейшее развитие. Эта тема в рамках первой республиканской экономической конференции объединила больше сотни активистов, которые так или иначе имеют отношение к бизнесу. Глава региона отмечает, в этом году необходимо еще больше оптимизировать работу в развитии экономики республики. А специалисты в различных сферах деятельности, по мнению Юнусбека Евкурова, должны выезжать в другие регионы, чтобы о них знали и за пределами республики, участвовать в международных конференциях, повышать свою квалификацию. Кроме того, на базе различных предприятий необходимо переквалифицировать молодых специалистов в востребованных профессий. Юнусбек Евкуров ставит задачи перед участниками конференции. Какие меры еще необходимо предпринять, чтобы поднять экономическую планку региона? Ну и, конечно, было бы как предложение все-таки сделать не на фоне конференции закончилась, забылась, а на этой конференции принять решение, чтобы выделять, замечать тех, кто работает уже со всей продукцией, со всеми планами, со всем ростом и перспективой, выделять тех, кто может дальше это все делать, в том числе и очень важно сегодня интеграция, чтобы из одного, трех, четырех, пяти ИП сделать уже малое и среднее предпринимательство, объединив. А из нескольких малых и средних предприятий сделать более крупное, объединив. Это сегодня легко можно сделать, надо просто сидеть и договариваться. А в том числе кооперация с соседними регионами. В том числе мы уже говорили здесь и на уровне полпреда по Северо-Кавказскому федеральному округу, на уровне министра по делам Северного Кавказа, что такие проекты, они могут быть поддержаны, особенно на молодежном форуме МУШУК об этом говорилось тоже. Вот эти молодежные межинтеграционные, межрегиональные проекты, они могут быть поддержаны в первую очередь теми, кто распределяет средства на молодежных форумах тоже. Там уже процесс начался, об этом подумайте и вот это предложение. И, конечно, сделать хорошую базу данных, перспективных проектов и форму их сопровождения. Как это все должно быть. Главная цель конференции – найти пути решения проблем развития экономики региона. В конструктивный диалог окунулись представители всех региональных институтов поддержки бизнеса. Умалат Ташхоев отмечает, важно услышать идеи и предложения молодежи и представителей бизнес-сообщества. В этом году Минэко намерены ставить акцент и на другие, не менее важные направления. Мы будем работать по двум направлениям. Первое – это облегчение доступа нашего бизнеса к кредитным ресурсам, снижение стоимости этих кредитных ресурсов. Второй вопрос – это снижение стоимости энергоресурсов, то есть электричество, газ. Мы активно будем работать в этом году над этими вопросами, потому что для любого предпринимателя в первую очередь важна именно стоимость энергоресурсов, потому что, например, те же теплицы, тепличный бизнес, конечный продукт, себестоимость конечного продукта почти до 70% доходит составляющая это энергоресурсы. Поэтому чем больше мы сможем снизить стоимость энергоресурсов, тем мы больше сможем снизить той продукции, к примеру, тепличной. Механизмы стимулирования развития экономики и примеры реализованных проектов, малое и среднее предпринимательство, инвестиции и проблемы модернизации экономики, а также инновационная деятельность и меры развития экономики. Пути решения озвученных проблем участники ищут сразу на 3 площадках. Спикеры подробно раскрывают тему, говоря о проблемах и, конечно же, отмечая наиболее легкий путь в их решении. В Ингушетии нет проблем, в Ингушетии есть вызовы. И сегодня на этой площадке молодые, люди с опытом, пожилые собрались, чтобы обдумать, какие вызовы мы принимаем и каким образом мы на них отвечаем. Хотел бы донести до нашей молодежи, что не надо ждать, пока создадут для вас рабочие места, а нужно самим создавать для себя рабочие места, для своего окружения. Если с такими амбициями и с таким темпераментом, который есть у нашего народа, и он генетически у него заложен, мы сможем активизироваться в вопросах экономики, социального развития, образования, мы будем иметь очень серьезный положительный эффект.
Если говорить о проблемах, с которыми чаще всего предприниматели сталкиваются в своей работе, это постоянные проверки, бесконечные отчеты и целые стопки справок. Конечно, вывести бизнес на новый уровень в регионе очень сложно без поддержки федерального центра, отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей республики. За последние годы именно кризисное явление бизнес испытывает трудности, проблемы. Мне кажется, уже в этом году вот значительно полегче пойдет, и на подъем это должно пойти. Я судя, выросла покупательная способность людей, продажи выросли машин в стране. И это показатель того, что у людей появилось чуть больше денег, чем, скажем, в 2016 году. Проблемы, озвученные предпринимателями на конференции, решаемы. Нужно только поинтересоваться, как действовать в той или иной ситуации. А в Минэко региона готовы идти навстречу начинающим бизнесменам. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.